Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Бисмилля, альхамдулиллах. Ассалату вассаляму аля расулиллах. Продолжаем уроки дуа. На прошлом уроке мы с вами говорили, что Всевышний Аллах после того, как призвал нас, чтобы мы делали дуа, всегда обращались к Нему, просили Его помощи, и через своего посланника, саллаллаху алейхи вассалям, Он довел до нас, что дуа является одним из самых величайших видов поклонения, за которые, иншаллах, человек будет получать аджр, награду. И мы с вами говорили, что помимо аджра, помимо награды за то, что мы делаем поклонение, Всевышний Аллах еще обещал нам, что наши мольбы, иншаллах, они не останутся без ответа. То есть это как дополнительная, альхамдулилля, награда. Аллах Тааля нам не говорит: просто делайте дуа, я за это вам награду дам. Нет, Аллах Тааля говорит: делайте дуа, иншаллах, если это дуа будет искренним, правильным, это будет поклонением, за которое мы будем получать аджр, ангел будет писать, иншаллах, награду. И помимо этого Аллах еще обещал нам, что наши мольбы, они не останутся без ответа. Это тоже, машаллах, великая награда, великий подарок от Всевышнего. И вот мы с вами по завершении, в конце прошлого урока, говорили, что ответ на наши мольбы зависит от условий, от некоторых условий. И вот сегодня, иншаллах, мы с вами немножко поговорим об этих условиях. Основы, или же условия принятия дуа, мольбы. Всевышний Аллах призвал нас во многих аятах и через хадисы пророка, саллаллаху алейхи вассалям, всегда поминать Его, помнить о Нем, обращаться к Нему, восхвалять Его, просить у Него одного, полагаться на Него. И Всевышний обещал ответить мольбам тех, которые обращаются к Нему. И в сурат Гафир, прощающий, в 60-м аяте Всевышний сказал: «Вакаля раббукум», и вот сказал ваш Господь: «Уд'уни», взывайте ко мне, обращайтесь ко мне, «Астаджиб лякум», и тогда я отвечу вам. Я отвечу вам. Аллах обещал, что Он ответит мольбам взывающих к Нему, и мы знаем: «Иннака ля тухлифуль ми'ад», воистину ты не нарушаешь свои обещания. Аллах не нарушает обещания и принимает дуа. Но у каждого деяния, у каждого поклонения есть свои условия. И мы знаем, если тот, кто совершает намаз, молитву, помнит, что он во время намаза, внутри намаза, знает, то есть не по забывчивости, он, если станет разговаривать во время намаза, мы знаем, что его намаз испортится. Если постящийся, тот, кто постится, если он примет пищу, питье, мы знаем, несмотря на то, что у него, может быть, было намерение, да, искренность, но он нарушил пост. Он нарушает свой пост. Поэтому каждый, кто хочет, чтобы Аллах принял его деяние, он должен соблюдать условия принятия правильности этого деяния. И дуа. Конечно, дуа, так же, как и другие виды поклонения, дуа имеет свои условия. Если эти условия нарушаются, то сколько бы мы у Аллаха не просили и сколько бы мы не ждали от Всевышнего ответ на наши мольбы, ответа не будет. Потому что мы нарушили условия принятия дуа. Несомненно, дуа, мольба является ключом всех благ, ключом счастья, как мирской жизни, так и вечной жизни. И мы с вами говорили, что единственное, что может даже изменить судьбу человека,
это что? Это дуа. И поэтому посредством дуа, посредством мольбы, машаллах, мусульманин может получить очень много благ, очень много счастья по причине дуа. И по причине дуа, машаллах, Аллах может избавить мусульманина от многих бед, от многих страданий. Потому что даже судьбу может изменить дуа. Но ответ наших обращений зависит от состояния наших сердец, от чистоты сердца взывающего, от состояния его веры в него, от его намерений. И также результат зависит от чистоты взывающего к нему, от преград, которые лишают его, что? Лишают его ответа. То есть, вот здесь мы должны обращать внимание на два момента, вот которые мы с вами сегодня, иншаллах, посмотрим. Первый момент. Есть обязательные условия, которые мы должны выполнить, и, иншаллах, тогда у нас будет надежда, что Аллах примет наши дуа. И есть преграды, через которые дуа не дойдет до Создателя. Или же ответ не дойдет до нас, поэтому мы должны соблюсти эти условия обязательно, и мы должны быть чистыми от этих преград. Мы должны уйти, оставить эти преграды, которые обязательно лишают нас нашей мольбы ответа. И вот замечательный ученый Ибн аль-Каим рахимахуллах пишет: дуа это одна из самых сильных причин спасения человека от бед и достижения желаемого. То есть через дуа, машаллах, Аллах спасает человека от бед, обращает от него беды и страдания, и дуа является одной из самых сильных причин достижения желаемого человека через дуа. Но вследствие различных причин, Ибн аль-Каим говорит, результат дуа и та'фиру дуа, то есть действие, влияние дуа на жизнь человека может различаться. И вот какие причины? Иногда причина бывает в самой мольбе. Почему дуа, она уходит, но не действует на нашу жизнь? Почему она не меняет нашу жизнь? Почему она не отворачивает от нас беды и страдания? И вот Ибн аль-Каим говорит, иногда причина в самой дуа, в содержании этой мольбы. Когда раб просит у Аллаха то, что не угодно ему, то есть Аллаху. Он просит у Аллаха что-то греховное. Он просит у Аллаха помощь, чтобы Аллах помог ему в чем-то греховном, в харамном. Он просит у него то, что Аллах не любит, то, что Аллаху не угодно. Это первое. Также, то есть первая причина в самой дуа. Вторая причина в молящемся. То есть в том, который делает дуа. В человеке, в самом человеке. Когда его мольба, дуа, не исходит из его сердца. Это так просто, пустые слова. Он выучил какой-то зикр, машаллах, в крепости мусульманина, сборники имама Бухари, Муслима, да, это достоверные дуа, мольбы, слова мольбы, поминания Аллаха, через которые посланник Аллаха обращался к нам, к Аллаху, и он оставил это нам как наследие. Это замечательная дуа, но это дуа, содержание хорошее, содержание правильное, но оно не исходит из сердца. Оно просто сбор предложений, слов, которые возникают у него во рту, но не исходят из его сердца. В душе беспечность, и из каких бы прекрасных слов, Ибн аль-Каим говорит, не состояла мольба человека, если эта дуа не исходит из его сердца, Аллах не примет ее. Аллах не примет ее. Вот есть дуа, например, например, «Раббана атина фид дунья хасана, ва фил ахирати хасана,
Кто может поспорить в величии содержания этого дуа? Это в Коране, это слово Аллаха, машаллах. И это самый прекрасный дуа, который мы можем использовать в обращении к Аллаху. Фид дунья хасана. Когда мы просим у Аллаха и в этой жизни нам счастье и благо в последующей жизни. Да? Но если дуа исходит только отсюда, но не отсюда, то есть не от сердца, только с уста выходит, тогда Аллах не примет. Это второй. И если лук, представьте себе, лук, натянуть слабо, мы ставим стрелу и натягиваем лук, но если натянуть лук очень слабо, стрела далеко не улетит. Ибн Кайим говорит, чтобы стрела полетела дальше, мы должны сильно натянуть лук, натягивать. И вот иногда, Ибн Кайим говорит, запретная еда, которую использует человек, харам, зулим, несправедливость, которую он проявляет там, к людям, к другим, к себе самому, страсти, которые покрывают его сердце, шахават, беспечность, гафля, он забывает Аллаха, он предается земным наслаждениям, развлечениям, все это лишает нашей мольбы ответа. То есть дуа, она слабая, она исходит не из сердца, и поэтому она не доходит не долетает до нашего Создателя. Поэтому из слов ученого мы понимаем, что когда мы обращаемся к Аллаху, наши дуа должны исходить из сердца. И наши, иншаллах, дуа, содержание наших молитв должны быть правильными, должны быть благими и не должно быть преград между нами, между нашими. То есть на дороге дуа не должно быть преград. Потому что как бы мы не натягивали лук, если лук слабый, стрела выходит слабо, то до Аллаха она не дойдет. Поэтому вот эти преграды, которые встают на пути дуа, это харамная еда, это зулим, это беспечность, слабость веры. Все это причина того, что мы лишаемся ответа. Абу Хурайра, радиаллаху анху, передает, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: взывайте к Аллаху, будучи уверенными в ответе. То есть, когда мы просим у Аллаха, мы должны сильно надеяться, мы должны сильно желать и быть уверенными, что Аллах, иншаллах, примет наши дуа. Просите у Него и знайте, Аллах не примет дуа, которое исходит не от искреннего сердца. То есть, который выходит только отсюда, изо рта, но не исходит из искреннего сердца. Аллах не принимает этот дуа. Этот хадис мы находим в сборнике имама Тирмизи. И поэтому, когда мы начинаем просить у Аллаха что-либо, как бы красиво мы не строили предложение, да? Особенно это хазраты умеют, да? У них опыт есть большой. Какими бы красивыми не были наши слова, предложения, складно не получались, если эти слова, источник, исход этих слов не от сердца, то эти красивые слова не имеют никакой ценности перед Создателем. Потому что Аллах смотрит на наши сердца. Так ведь? И поэтому беспечность сердца, отсутствие искренности сердца во время дуа лишает ответа, лишает силы и влияния дуа на нашу жизнь. И вот многие люди во время дуа очень много внимания обращают на его содержание, на его красивое, может быть, звучание, но забывают о его содержании. Вот некоторые даже, простые, которые, может быть, пока еще в мечеть не ходят, но дуа же это самое, как мы с вами говорили, самое легкое поклонение. Поэтому даже те, кто не ходят в мечеть, может быть, пока еще не
не совершают пятикратный намаз, они делают дуа. Но очень многие люди путают дуа. То есть они думают, что вот это какие-то волшебные слова, которые вот нужно сейчас произнести, и что-то такое чудесное произойдет. Многие люди путают это. Это думают, как вот некоторые колдуны, колдуют же какими-то словами. Вот многие люди, пусть Аллах меня простит за это обращение, за это сравнение, но многие люди думают так. Когда общаешься с ними, они думают, что вот это какие-то волшебные слова на арабском, такие красивые, складные получаются, да? Вот ты их скажешь, и что-то, оно произойдет сейчас. Аллах тебя или спасет, или тебе поможет. Нет, субханаллах. Весь смысл дуа, когда ты, понимая свою слабость перед Ним, понимая Его безграничное могущество, силу, мощь и возможность помочь тебе решить твою проблему, ты обращаешься к Нему и просишь у Него. Просишь у Него. Поэтому весь смысл, вся мудрость дуа в том, что ты должен понимать, субханаллах, что ты у Аллаха просишь. А многие люди, вот когда они делают дуа, даже вот у бабушки, дедушки, я уж их не виню за это, но это проблема, когда у них спрашиваешь, а вот ты какой дуа делаешь, да? Я вот как-то раз у своей бабушки спросил Абидан, с детства помню, после еды амин тута, да, дуа делает. Постоянно что? Я говорю, когда уже мадраса начал учиться, я спрашиваю, Аби, вот скажи, вот какой дуа ты делаешь? Она говорит, Раббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабан нар. Мне, говорит, это бабушка научила. Я говорю, это очень хороший дуа, машаллах, это в Коране дуа. Но посланник Аллаха, саллаллаху алейхи салям, после еды он не обращался к Аллаху с этим дуа. Поэтому, если ты просто скажешь «Альхамдулилля», это будет намного лучше. Или просто скажешь «Аллаха шукр», да, «Раббым рахмат синга» на своем татарском языке, это, говорю, намного ценнее и лучше, чем то, что ты читаешь великие слова с Корана, но не понимаешь их смысл. Поэтому вот многим людям, когда начинаешь объяснять вот это, что важно не слова здесь, а смысл, и чтобы это все от сердца, многие не понимают. Но ведь в этом-то весь смысл дуа. Ты должен понимать, что ты у него просишь. Это должно исходить с твоего сердца, через твое сердце. И поэтому можно просить, можно там стихотворными предложениями, да, но если это не через сердце, Аллах не примет. Поэтому, а кто-то может, там даже у него, там своими словами, да, у него нет такой литературной речи, да, своими словами. Кому-то Аллах дал, кому-то нет. Да, но он, машаллах, еле-еле предложение составил. Все это от сердца. Тогда Аллах примет. Вы же знаете того, кто в хадисе же есть, заблудился, потерял свою верблюдицу, всю провизию, всю еду, и вот он уже лежит под деревом, уже умирает, и, машаллах, Аллах отправил к нему верблюда обратно, и верблюд зацепился за дерево, и тогда он от счастья обрадовался, так обрадовался и перепутал слова. Он что сказал? Ты мой раб, Аллаху, ты мой раб, а я твой Господь. Это же страшные слова. Но тогда Аллах радовался больше, чем он сам радовался. Потому что это откуда? От сердца выходило. Поэтому, машаллах, кто-то какие-то красноречивые предложения говорит, но Аллах не примет эти слова, потому что они не от сердца. А кто-то своими словами, как-то у него получается, альхамдулилля. Поэтому вот этот вопрос очень много поднимали татарские ученые, татарские, мусульманские ученые, которые, альхамдулилля, у нас были, машаллах. У нас было очень много ученых, но они были до революции. До революции. Когда была возможность, когда, машаллах, наши ученые писали много книг, машаллах. И вот татарские ученые, они постоянно поднимали эту тему, потому что они видели эту проблему. Татары, например, это у каждой нации, у узбеков тоже проблема, у таджиков это проблема, у русских это проблема. Да? Они поднимали эту тему. Они видели, как люди обращались к Аллаху, не понимая, что они просят у Него, какие
слова они говорят. И поэтому и Галимжан Баруди, который был муфтием еще до Резы Фахраддина, и Реза Фахраддин, они писали, что для вас лучше обращаться к Аллаху на своем понятном для вас языке, понятными для вас словами, искренне от сердца, понимая то, что ты просишь, нежели там просить какими-то арабскими предложениями, которые они даже сами не понимают. Они про это писали, и это действительно так. Это проблема. Многие, они просто зубрят, выучили наизусть и говорят. Даже вот эти зикры, когда, например, при входе в мечеть, Аллахумма фтах ляна абуаба рахматик. О Аллах, открой пред нами для нас врата своей милости. Может быть, для многих, которые не понимают, что они говорят, просто они этот зикр делают. Может быть, лучше на русском языке или на татарском, то есть на понятном его языке, просто своими словами сказать. И в этом будет смысл дуа. Поэтому поймите, дуа это не просто вот сказал и что-то произошло. Нет, ты должен просить у Аллаха, понимая. И вот татарские ученые, они очень много внимания обращали на это. И поэтому, хотя среди ученых есть фикхта, есть разногласия во время внутри намаза, можно ли просить на своем языке. И у ханафитов есть свои разногласия, но многие ученые сказали, что можно во время суджуда, особенно в дополнительных молитвах, потому что некоторые говорят, что нужно быть осторожным во время фарзов, потому что человек может куда-то уйти и уже может навредить фарз намазу, да? Во время тахаджуда, ночных стояний. Машаллах, человек может во время суджуда на своем языке, просто вот так своими словами просить у Аллаха дуа. Поэтому это очень важно. Вот этот первый момент от сердца и знать содержание. И второй момент вопрос вот этих преград, которые встают между нами и Создателем. Очень важно, чтобы молящийся, он вообще мусульманин, мусульманка, они должны обращать внимание на то, что они кушают и что они пьют. То есть вопрос разрешенной еды. Это очень важно, потому что человек, который наполняет свой живот харамным, запретным, и потом поднимает руки или там опускается в суджуд, и просит у Аллаха искренне, а у него вот здесь харамная еда битком, да? Аллах не примет это дуа. Аллах не примет. И иногда еще там, раньше сейчас, конечно, мы такой порядок сделали, когда наших дедушек, имамов приглашают ашларга домой, мы заранее уже научили их, мы объясняем им, что должно быть на столе во время никаха, что нельзя, колбасу где брать. Сейчас этот вопрос решился. А раньше, когда даже халяльной колбасы не было, бывало, когда мы приходили на никахи, а там колбаса. Ты знаешь, что нет халяльной. Здесь нет, в этой деревне халяльной нет. И когда ты говоришь, уберите это, многие не понимали. А когда им объясняешь, субханаллах, я же пришел делать дуа, прочитать никах, сделать дуа за ваших детей, субханаллах. И эти дуа, они не примутся. Если мы наполним живот харамом, то многие это понимали. И поэтому, субханаллах, как можно быть бессовестными, не бояться Аллаха, наполняешь живот харамным, а потом, субханаллах, просишь у него что-то. Поэтому это очень важно. И сообщается, что Абу Хурайра, радиаллаху анху, сказал, что посланник, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Я айюханнас, о люди, воистину Аллах, инналлаха таййибун, воистину Аллах благой, и Он не принимает ничего, кроме благого». Если Аллах благой, то Он принимает только благое. И воистину Аллах повелел верующим тоже, что повелел Он и посланникам. И Всевышний Аллах сказал: «Я айюхар русуль, о посланники, кулю минат таййибати ва'амалу салиха, вкушайте только благое, то есть халяльное, и совершайте только праведные дела. Инни бима та'амалуна алим,
воистину я знаю то, что вы совершаете. Это сура Му'минун, верующие, 51 аят. То есть посланник Аллаха обратился к людям и в продолжении своих слов он прочитал этот аят. Также посланник Аллаха продолжил. Всевышний также сказал: «Я айюхаллазина аману», о те, которые уверовали, «Кулу мин таййибати ма разакнакум», вкушайте из того благого, чем мы наделили вас. То есть это сура Корова, 172 аят. В первом аяте, который привел посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, Аллах обратился к посланникам и приказал им, чтобы они вкушали только благое, только халяльное. И во втором аяте, в суре Бакара, Аллах обратился к верующим, мусульманам, мусульманкам и приказал им употреблять только халяльное. И потом, после этих слов, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, вспомнил об одном человеке, мужчине, путник, который вышел в дорогу, который покрылся пылью, потому что он долго шел, путешествовал, он покрылся пылью, который был с клокоченными волосами, у него волосы были такими, он уже давно, наверное, не видел расчески и так далее. Это дорога была, пыльная дорога, так ведь, раньше. Но он фагудия биль харам, то есть он был вскормлен, он не просто ел, он был вскормлен, он постоянно употреблял запретное. То есть он был уже проникся запретным. И он поднимал руки и повторял: «Я Раб, о мой Господь, о мой Господь». И вот посланник, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, он долго находился в пути и поднимал свои руки к небу, повторяя: «Я Раб, о Господь, о Господь». Однако его пища была запретной, его питье было запретным, его одежда была запретна, он был скормлен, он проник запретным. Так как же Аллах может ответить ему? То есть посланник Аллаха задал вопрос: как же Аллах может ответить ему? Этот хадис мы находим в сборнике имама Муслима, имам ат-Тирмизи. И вот в этом хадисе, машаллах, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, объяснил нам адабу дуа, то есть этикет дуа, как правильно обращаться к Всевышнему Аллаху. По каким причинам Аллах может принять наши дуа и по каким причинам Аллах может лишить нас ответа за наши дуа. И вот все сокровища, которые хранятся в этом содержании этого хадиса, иншаллах, мы вот этому хадису посвятим следующий целый урок, будет посвящен, иншаллах, этому хадису. А давайте сегодня мы продолжим, какие еще причины, условия принятия наших дуа. Абу Хурайра, радийаллаху анху, передает, что посланник, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: Аллах примет дуа, мольбу у того, кто не будет просить у Аллаха о греховном, кто не будет просить у Аллаха разрывания родственных отношений, чтобы Аллах разорвал кому-то родственные отношения, и кто не будет спешить, кто не будет просить у Аллаха о греховном, о разрывании родственных отношений, и кто не будет спешить. То есть Аллах примет дуа, если он не будет спешить. Тогда сахабы, радийаллаху анхум, спросили: «Я Расулаллах, а как понять, не спешить? А что такое торопиться во время дуа?» На что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, он говорит: «Я обратился к Аллаху, я делаю дуа, а Аллах не отвечает на дуа». Он перестает надеяться и перестает просить у Аллаха. То есть он попросил один раз, 2, 3 раза, нет ответа, он перестал надеяться, что ответ будет, и что? Перестал просить у него. Этот хадис в сборнике имама Муслима. Вот в этом хадисе посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям,
упоминает два условия принятия дуа. Первое – это его благое, правильное содержание. И второе, что? Это терпение, сабр. Ну, знаем, сабр лежит в основе всех благ, иншаллах. Кто спешит, кто торопит с ответом, Аллах лишит его ответа. Поэтому посланник Аллаха сказал: Аллах примет дуа того, и конец хадиса, завершение, кто не будет спешить. Кто будет спешить, это будет причиной того, что Аллах лишит его ответа. И действительно, очень многие люди, когда обращаются к Аллаху, они ждут, что вот ответ, он вот сейчас прямо придет. Как будто смс-ку отправили, и отчет приходит, что принято, да? Аллах сам знает. Про это мы говорили с вами. Не надо Аллаха торопить. Аллах сам знает, когда принять, как принять, принять или не принять. Но если ответ не пришел сразу, это не значит, что Аллах не принял. Поэтому многие люди, они один раз попросят, два раза, нет ответа, а значит ответа нет. Все, перестает надеяться, и что? Он перестает обращаться к Аллаху. И вот это нетерпение является причиной того, что Аллах лишает нас, вообще лишает нас ответа. И это нетерпение действительно беда многих, которые взывают к Аллаху. Поэтому ученые, они написали такое правило. Если поспешишь получить что-либо раньше времени, то полностью лишишься этого. Если поспешишь раньше времени получить что-то, это будет причиной того, что Аллах лишит тебя этого. И этому примеров очень много. Даже в хадисе, где посланник, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, если бы, говорит, Муса, алейхиссалям, когда получал уроки от Хидр, мы знаем, он был учеником Хидра, да, и его нетерпение погубило его. Если бы, говорит, Муса, алейхиссалям, проявил должное терпение, он бы получил у него еще больше знаний. Но что? Муса, алейхиссалям, не смог вытерпеть. И если бы Юсуф, алейхиссалям, это тоже хадис. Кому надо, я могу найти этот хадис. Здесь этого нет. Если бы Юсуф, алейхиссалям, когда попал в тюрьму, да, если бы он не поспешил выйти из тюрьмы, и если бы он не сказал бы тому, кому он рассказал сон, расскажи своему господину обо мне, что я такой знающий, да, если бы он не поспешил бы. А почему? Когда Юсуф, алейхиссалям, рассказал второму, который, иншаллах, после выхода с тюрьмы будет служить царю, да, королю, он же знал, что он будет работать у короля. Он понадеялся, что если он скажет королю, что вот в тюрьме я встретился с таким великим человеком, знающим, мудрым, да, и что король скажет, выпускайте его, он в тюрьме не должен сидеть, да, он поспешил. И поэтому посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, если бы Юсуф тогда не поспешил выйти, он бы не остался в тюрьме, он бы вышел бы. Но то, что он поторопился, Аллах его оставил. Но он получил урок. Когда через сколько лет, он сколько там, 10 лет сидел, да, 11, когда через сколько лет он королю понадобился, и Аллах пожелал, чтобы тот вспомнил, что там в тюрьме Юсуф, человек, который им нужен. Когда тот пришел за ним, посланник Аллаха говорит, я, говорит, удивляюсь его терпению. Если бы, говорит, я бы сразу, говорит, вышел. А он же нет. Юсуф, алейхиссалям, он взял урок, что нельзя торопиться. Он еще поставил условия, такие условия поставил. Он еще не сразу согласился выйти из тюрьмы. Он извлек урок. Поэтому ученые говорят, если человек поспешит получить что-либо раньше времени, то он полностью лишится этого. Вторая причина, первая, это нетерпение. Поэтому сабр, братья, терпение. Надо делать дуа. Аллах Тааля сам знает, когда принять и как принять. Вторая причина,
посланник Аллаха сказал, если он не будет просить у Аллаха о греховном и не будет просить о разрывании родственных отношений. Если в содержании дуа имеется вред, зульм, несправедливость по отношению к кому-либо, если человек будет просить у Аллаха помощи в чем-то греховном, Аллах справедлив, Аллах милостивый, Он не будет принимать его дуа. Он не будет принимать его дуа, потому что Аллах не помогает в греховных делах. Аллах не помогает в дурных делах. Если вор утром, идя на работу, попросит у Аллаха искренне дуа: «О Аллах, дай мне хороших клиентов, чтобы они были слепыми, чтобы они не видели меня, дай мне моим рукам ловкость». Субханаллах, он как бы искренне не просил бы. Он просит о чем? Он просит о греховном. Он просит помощи у Аллаха в греховном. Аллах сказал, это грех харам, поэтому Аллах не будет принимать его дуа. Аллах не будет. Или там пьяница, который дома не нашел денег, но надеется, что возле магазина обязательно найдутся те, которые помогут ему, да? Если он будет просить у Аллаха, о Аллах, у меня голова болит, там, дай мне помощь. Ну, некоторые так делают. Некоторые так делают. Но Аллах в греховных делах не помогает. Не помогает. Поэтому Аллах, это милость Аллаха. Если бы Аллах принимал бы все наши дуа, в содержании которых очень много греховного, да, то в этой жизни было бы очень много бед, страданий, несправедливости. Поэтому Аллах милостивый, Он не принимает эти дуа. Поэтому, если человек совершает какое-либо благое дело, Аллах Тааля, иншаллах, если это благое дело правильное, от чистого сердца, Аллах дает ему результат, награду, результат, как в этой жизни, так и последующие. Да? Но, если человек совершает какое-либо дурное дело, Аллах не спешит. Мы же знаем, даже в хадисе, достоверном хадисе говорится, ангел, который записывает благие дела, он сразу записывает. Но ангел, который должен записывать грехи наши, дурные дела, он ждет. Аллах дает человеку время исправиться, покаяться, исправить свой грех. Так ведь? Аллах милостивый. Аллах милостивый. И поэтому Всевышний Аллах дает отсрочку наказаний. Дает ему все возможности покаяться, раскаяться, исправить это. И только потом Аллах Тааля его наказывает. Поэтому Всевышний Аллах, Он милостивый, и Он не принимает эти дуа. Он не принимает дуа, где в основе лежит зулм. Валяу. И Всевышний Аллах сказал, валяу юаджилуллаху линнаси шарра исти'джалахум бил хайри лакудия илейхим аджалухум. Сурат Юнус, 11 аят. Всевышний сказал, если бы Аллах ускорил для людей наступление зла, которые они призывают в своих проклятиях, они же проклинают кого-то, да? То есть просить зулм для кого-то, это же проклятие. Подобно тому, как Аллах ускорил для них наступление добра, о котором они просят в молитвах, то они непременно погибли бы. Альхамдулилля, Аллах не принимает такие дуа. Аллах милостивый. Поэтому, и второй момент, очень многие люди, они могут думать, что это благое, потому что они опираются не на знания, не на шариат очень часто, а на свои чувства, страсть, свой там, не знаю, жизненный опыт, да. Они думают, что в этом польза, ну про это мы говорили, а Аллах знает, в этом польза или вред. Аллах Тааля не принимает эти дуа, поэтому истина, она никогда не будет следовать страстям людей. Поэтому шариат, нормы, каноны ислама, они никогда не будут, это милость, мудрость Аллаха, они никогда не будут следовать страстям, желаниям, мыслям рабов, потому что эти страсти, эти мысли, они могут быть греховны. Поэтому Всевышний сказал, если бы
истина следовала их страстям, вот они попросили, Аллах дал. Вот они попросили, Аллах дал, да? Если бы истина следовала их страстям, то погибли бы небеса, земли и все, кто в небесах и на земле. Сурат Му'минун, 71 аят. Поэтому Аллах милостивый, и Он не принимает такие дуа. Если бы Аллах принимал бы такие дуа, так же, как Он принимает наши благие дуа, то все бы уже погибли. Следующий момент. Очень многие люди просят у Аллаха, и очень часто в мечеть приходят, просят Бабая, нас, имамов, чтобы мы попросили у Аллаха за них, за их близких, родных. И обычно, когда спрашиваешь, а что просить у Аллаха за вас, они говорят богатство и желательно побольше. Так ведь? Здоровья, долгой жизни, много-много риска, пропитания. Но мы должны понять, что Аллах милостивый, Аллах мудрый. Аллах никогда не даст всем своим рабам столько, сколько они хотят. Потому что Аллах знает, кому сколько дать. Если чисто умом, интеллектом подумать, вот представьте себе, если Аллах всем даст столько, сколько они хотят. Всем денег хватает. Ни у кого у нас долгов нет, машаллах. Проблем нет, да? Ни у кого жена не жалуется, что денег не хватает. Вот представьте, как хорошо было бы, да? Машаллах, денег хватает, машина новая, квартира большая. Аллах может нам дать столько, сколько мы хотим. А? Конечно, может дать. Субханаллах. Аллах ганиюн хамид. Он богатый. Он богатый, и Аллах может дать. Но Аллах не дает. Почему? Почему у кого-то долги? Почему у кого-то машина старая? А? Кто-то там дом не может построить. Почему у кого-то здоровья не хватает? В этом мудрость Аллаха. И в этом милость Аллаха. Поэтому люди всегда просят, чтобы и этого хватило, и это. Мне вот еще вот это надо. Да? Некоторые там на бумагу пишут, да? Когда особенно в хадж кто-то едет, там попроси меня за меня это. Аллах может всем дать все. Но Аллах не дает. И никогда не даст столько, сколько мы просим. Аллах дает нам столько, сколько нужно. И Аллах мудрый. Поэтому сурат Аш-Шура, совет, 27 аяте, это замечательный аят, машаллах, который ставит на место многие вещи, который отвечает на многие наши вопросы. Почему? Вот Аллах же может дать всем здоровье, всем силы, всем красоты, всем долгой жизни, всем богатства, всем хорошие машины, квартиры. Аллах может дать, но почему Он не дает? Аллах Тааля говорит: «Валяу басаталлаху ризка ли ибадихи». Если бы Аллах увеличил удел своим рабам, увеличил, как мы этого хотим, больше, да? Если бы Аллах увеличил удел, ризк своим рабам, то что бы произошло? Мы думаем, что у меня жена не жаловалась бы, дети радовались бы, у меня все в порядке было, я бы вообще счастливым был бы, да? Мы думаем так, что вот так хорошо было бы. Аллах говорит по-другому. Если бы Аллах увеличил удел своим рабам, лабагау фил арды, они бы проявляли несчастье на этой земле. Они бы все испортились бы. Они бы погрузились в грехи. Валякин, но юназзилу бикадарим ма яша. Аллах не спосылает удел, жизнь, здоровье, детей, машину, квартиру, деньги. Бикадарин ма яша. В меру, как Он сам пожелает. Аллах знает, кому сколько дать. Аллах знает, кто на чем должен ездить. Аллах знает, у кого сколько денег должно быть. Аллах знает. Аллах дает ризк, не мы. Поэтому юназзилу бикадарим ма яша. Аллах не спосылает в меру, как пожелает. Почему? Иннаху, воистину Он, би'ибадихи хабирум басир, потому что Он знает о своих рабах. И Он видит своих рабов. Поэтому Аллах знает, кому сколько дать. И Аллах решает,
кому сколько дать. И человек, в котором живет зависть, он вместо того, чтобы радоваться счастью своего брата, если он горит в огне, хасад, да, это в чем проблема зависти, касающейся нашего имана, таухида, да? В чем проблема? А в том, что мы не согласны с решением Аллаха. Аллах решил этому брату дать столько, этому брату дать столько. А вот он не согласен. Он говорит, я же не хуже него, я же лучше. Это как мушрики говорили, многобожники. Если бы Аллах выбирал бы среди нас посланника, он бы выбрал меня, а не Мухаммада. У меня и денег больше. Они же так говорили. То есть они не согласны были с решением Аллаха. Поэтому это проблема. Поэтому Аллах Тааля сам решает, кому сколько дать. Мы думаем, что если бы Аллах всем дал достаточно, стало бы нам лучше. Аллах говорит, нет, не так. Поэтому Аллах милостивый, и Он сам распределяет, Он сам кому сколько дать решает. И вот, итак, ответы на наши мольбы зависят от некоторых условий, которые мы должны с вами соблюдать. И ответы на наши дуа зависят от чистоты просящего, от преград, которые мауанир, то есть преграды, которые лишают нас нашей мольбы ответа. Поэтому, иншаллах, тема следующего урока — хадис, где посланник, саллаллаху алейхи вассалям, объясняет нам 4 причины. 4 причины принятия наших дуа, иншаллах. Джазакумуллаху хайран джаза. Субханакаллахумма бихамдик. Ашхаду ан ла иляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.